Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Клевая Рыбалка. Меня зовут Вячеслав. И сегодня к нам приезжает Соболевский ежегодно. И сейчас я с одним из наших подписчиков, с Нюргустаном. Привет! Здорово. Так, а мы с Нюргустаном познакомились на соревнованиях по «Ловись рыбка», по карасю. Тогда еще был Володя Колтунов. Дело в том, что Сергей Соболевский еще позвал подписчиков, как своих, так и моих. И, наверное, сейчас его будут встречать также другие люди. И будет он свои воблера, сказал, прямо уже начинать раздавать с аэропорта. И поэтому вот весь ажиотаж вот этот происходит в основном из-за этого тоже. Вот. Кто-то там ему на ремонт должен принести воблера, которые у него покупали. Также ребят, которые хотели сразу у него перекупить воблера. Вот. И Нюргустану он тоже пообещал один воблер. Вот, идем, все. Вон там кто-то стоит в кепке. Клевая рыбалка. Ну, это Сергей Соболевский стоит. Уже вышел давно, походу. Че, вспоминал только? Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Привет, Серега. Приветствую вас. Знаете своего чебака? Ты прям заклеил даже. Не, вот. А, вот они, да? О, спасибо, друзья. Вот такая рыбина от Сергея. Как они докопались до него? Как давай его толкать туда в рентген? Это полностью деревянный же, да, у нас? Да, Это деревянный, что ли? Но Да, из дерева. Даже плавники все из дерева. плавники, все вот. Так, ну все. Ну как долетел? Якутия. Вот, да? Ну смотрю, одет, знаешь, так, по-летнему одетый. У нас уже прохладно утром. Там это самое, все Все есть, да? Ну все, погнали. Так, друзья, Сергей Привет, приехал. Наши приключения начинаются. Да. Ставьте лайк перед просмотром. Смотрите в описании, делитесь с друзьями. И так, поехали. Да, вперед. Сергей, как и обещал, дарит воблер за то, что Нюргустан решил его подвести, встретить. Вот этот как раз в этом году нынче себя хорошо показал. Вот именно вот так все это. В Питере семга, щука, потом в Хабаровский край то же самое, Краснодарский край. И вот все, и у вас, да, и сюда заехали у вас 3 штуки воблера таких. Так, спасибо, юбилейные. 100 лет, да? Нет, это наши? Сочинские, что ли, или какие-то? Вот, спасибо, сочинские монеты от Нюргустана. Спасибо, Нюргустан. Подарок. И даже Сереге вот. Да. На память. Все. Хорошо, отлично. Отлично, вот. Кстати, вот эту рыбу сейчас будем отдельно покажем, да. Да, ну вот. Да, надо будет. Классно. Да, вообще. Куда сейчас вообще в хлам не хватало раздавить. Вот они, все хорошо. Я говорю, осторожно, а знаешь, вот там вот эти полоски-то их не резиновые. Я говорю, я сам положу, она включает, он раз заезжает. Я говорю, я сам положу, идите сюда, я прохожу. Не смотрю, я говорю, сам достану, и чемодан выезжает, и вот эти черной полосой. Бабах, у меня прям на глазах крылья подлетали. Так, ну ладно, поехали, Серега, давай. Моисей молодец, сделал техобслуживание вовремя. ТО провел у мотора. Сейчас мы на нем стартанем. Вот. Своевременное ТО, да. Короче, сейчас получается мы проверили мотор, все объездили. Моя лодка тоже стоит здесь, она вон там, на лодочной. И
через 2 часа мы с ребятами собираемся здесь и выезжаем. Итак, дорогие друзья, сейчас у нас ровно без 10:06. Вчера вечером мы приехали в часов в 10 уже, наверное, в это место. Получается, приблизительно мы отъехали от города Якутска 100 километров. Здесь вот за нами поселок Намцы, у меня за спиной. Вечером здесь уже находились местные ребята, рыбаки. Здесь вот они на этом песочке рыбачат. На этой рыбалке у нас будут новые гости. Сейчас подойдем, познакомимся поближе. По скорости мы смогли набрать скорость 39 километров в час. Григорий сел сзади со мной рядом, и мы набрали эту скорость. Вещи спереди. Винт я поставил 11, то есть вру, 10 винт, поэтому получилась такая скорость. Вот. Переночевали вот в палатках у ребят. Очень понравилась палатка. Во-первых, быстро ставится, раз ее как зонтик, и все, и поставил. Вот. Погода у нас сегодня обещает быть возле Сангар нормальная. Возле Сангар должен быть небольшой дождь днем. Волны, сильного ветра особого нету по прогнозу. И завтра в Жиганске тоже ветра нету. Как раз мы завтра туда доедем. Сейчас с ребятами завтракаем и выдвигаемся, собственно. Вот. Нам осталось преодолеть около 700 километров. Вот эти 100 километров я прошел на баке. Получается, где-то 15 литров у меня сгорело. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Так, у нас рыбаки. Антон, давайте по порядку. Антон. Маленько завтракаем. Так, новый рыбак Борис присоединился. Борис давно мечтал, да, в Жиган съездить? Конечно. Давно мечтал, и вот его мечта исполняется сегодня. То есть, так, Моисей и Григорий. Григорий, ну как это ощущение-то? Ребят, Чё? во! Вот, да? Все. Прекрасно. Прекрасная компания, прекрасная река. 6 часов утра. В 6 утра Чулбон разбудила. Да, вот так вот. Будильник. Где наш будильник там? Чулбон, ты где? Вон она лежит. Вот лежит, молодец, молодец. Да. Пол пирожка съела, пол пирожка закопала, ушла. А, все, тогда не надо больше давать. А то она так все продукты перекопает. Sayın diye, sayın gömüz günleri Dela sürün, deladıyız Sugun atar, geri delar günleri Geri guru, kanada kayır Sandar arizahil Kemiskün kekti keme kerasti Ağa ömrünü kırsahil Önal ere hatan ere katini Sabadirahim makar Sebiderten köten kalak süsani Subu ürel günah vurduktar Ağlamağa yayıkıyar kadir Sandar arizahil
Григорич собаку завязал, чтобы не убегала. А то убежит у нас в поселке тут. Так, женщина, девушка. Да Давай. там за нас привяжи. Так, ну вот, друзья, доехали в поселок Сангар. Я заправлял 110 литров, брал с запасом. И у того у меня осталось 30 литров. То есть 70 литров я сжег до сюда. Получается. Так, ну 75 даже. В прошлый раз 85 было, сейчас 75. Вот. 330 километров, 75 литров. Ну, по моточасам я не знаю, сколько мы ехали. В час 30-ка в 4 часа получается у меня. Примерно. Так, ребята заправляются. Мы сейчас тоже заправимся. Получается, в прошлый раз мне хватило 110 литров. В этот раз я хочу залить 120. И думаю, на этом хватит. Ну как, Борис, дорога? Отлично. Пейзажи как? Надеюсь, будут еще. Нормальные, да? Да. Ага. Ну, Так, вот здесь вот получается горы Верхоянские. видел, да, Верхоянские горы? конечно. Фотографировал, видео снимал. Отлично. Моисей сколько потратил на своем четырехтактном моторе? С Якутска до Сангар ровно 90 литров. Ровно 90. В прошлом году у нас сколько было затраты? Я примерно помню 110. То есть в прошлом году мы больше это прожгли, да? Ну, больше путера. Из-за У нас этого мотор может- был. Антон, как, не устал рулить? Не устал? Значит, не устал. Покушать надо. Да, сейчас здесь пообедаем, наверное, на берегу, да? Григорьевич, как у тебя? Вот так, Впечатление? мы второй раз идем, нормально, вроде живой. Ага. Еще маленько прорваться, рыбалка. Угу. Вот так. Клевая рыбалка, супер. Во-во-во-во. И он главное наш. Дитё. Да. Контролирует нас. Да. Сейчас вот ее привязали, на привязи посадили. Нечего, уйдет еще в поселок. Да? Сигнализация Челбон. Неизвестный поселок. Да, Челбон 9. да, Челбон 9, сигнализация. На берегу поселка Сангар соорудили вот такой импровизированную скамейку, типа стола приспособили, сваю какую-то. Вот, не свая, это какой-то этот, видимо, Бетон. бетонные основания какой-то. Григорьевич собаку сейчас притащит. Друзья Моисея договорились с автомобилем, поэтому в этот раз мы руками уже таскать наш бензин не будем. Есть автомобиль, сейчас поедем. Второй день нашего путешествия. В общем, уже который раз лодку тащит. Помаши ручкой, Григорьевич. Он камеры там снимает тоже. Можете посмотреть у Григорьевича его фильмы. Там более информативно, надеюсь, будет. Вот. Переночевали мы с ребятами на нашем прошлогоднем месте.
Смотри, там резко может стать глубоко. Да. Ну, отталкивайся, поплыли. В общем, переночевали. Утром ребята проснулись, поймали щук, окуней, и что там, езей, не знаю. Мимо Бестяха проехал. Сейчас уже подъезжаем к селу Баханой. Время у нас без 15-12 дня. Распогодилось только, вон там черные тучи прошли. Дождь был маленько с утра. Ну, в общем, вчера был страшный ветрюган. Снимать вообще некогда было. Просто тут в лодке тут все летало. Успевали только держаться. Это да. Вот. Это да. Трясло так, что мы все в этом еле держались друг за друга. Да, Чулбона держал Григорьевич прям за пазухой. Вот. Вещи тут все летали, сейчас все позавязали нормально. В общем, мы тоже прогрессируем, да, Григорьевич? Да. Потихоньку. Эволюционируем, так скажем. Вот. Ну, сейчас Григорьевич привез икону для Аграфены. И едем на гору Аграфены. Ребята, кстати, там уже нас ждут. Все, погнали. Итак, подъезжаем к горе Аграфена. Договорился с ребятами, чтобы здесь встречались. Вот стоит их лодка, они сами рыбачат. Ребята, кажется, может, обед готовили, не знаю. Итак, опять приехали на гору Аграфена. Гора Аграфена. Здесь жила одинокая женщина-отшельница. Прожила всю свою жизнь в одиночестве. И поэтому я сюда здесь постоянно останавливаюсь теперь. Если выдается возможность. Просто сюда не каждый раз можно заехать. Не всегда. Вот. И вот сейчас привез. Григорьевич что-то там привез. Здесь ювелирная смола. Так, вот Григорьевич привез. Николай Угодник. Расскажи маленько историю этой иконы. Я тут храм. Взял эту икону. Это Николай Угодник. Защитник странствующих путешественников. Ну, вот всех людей, которые путешествуют. Реки это защитник. И что ты сейчас будешь делать? Ну, где она жила, поставлю икону. Ну, она жила на этом острове. Там примерно. Примерно я не знаю, где ее домик. Наверху где-то искать нам пойдем. никто не знает. Пойдем поставим примерно где. Все. Ну вот, здесь можно, вот здесь я обычно всегда пью чай, останавливаюсь. Вот. Такое вот место. Вот. В прошлый раз я здесь оставлял бырпах налитый. Сейчас опять налью. Ее повыше надо поставить. О, бырпаха нету. А? Бырпаха уже нету. В прошлый раз бырпах оставлял, чай, сигареты. Вон. Сигареты тоже подскурились уже вон. И бырпах пустой. Итак, дорогие друзья, сейчас время 8:15 третьего дня нашего путешествия. Посмотрите, я стою на устье реки Соболох-Маян. Наш моторчик, наша лодочка. Звезда Жиганска. Звезда Жиганска.
Луганска ты первым сначала сказал. Нет. Жиганск. Лодку придумали, Григорьевич придумал название «Звезда Жиганск». Сзади меня подъезжает моторная лодка, это едут ребята. В общем, путешествие отличное. До города Якутска я приехал, у меня еще осталось сколько? 30 литров бензина. В общем, нормально, я даже не считал, расход такой же, даже чуть меньше. Ребята едут, ну затруднение единственное, что ветер. Из-за ветра волна, поэтому приходится ехать аккуратно. Вот ребята едут. У Моисея, конечно, лодка перегруженная вообще основательно. Итак, вечером мы приехали уже на базу. Посмотрите. Вот, сейчас у нас 10 час пошел. Пол 10-го. Старое знакомое местечко. И палатка Polar Bird Family TF. Посмотрите, насколько она просто огромная. Борис, есть какие-нибудь впечатления о палатке? Да ну тут шестером ложимся. Раньше видел такую палатку? Нет, ни разу. Вот. Это супер. Супер. Ну, раз, два, три, 4, 5. И здесь Яныч еще пока не сделался. Но половина еще свободна, да? Да, ну, То есть- 12 человек может лечь. Да. При А желании. вьетнамцев 24. О! Моисей уже кого-то выловил. Покажи, Моисей. Окунечка. Окушочек. Это не окунечек, это окушок. Да ты чё? На чё, опять на серебряную? Вот. Ой, какая красота. О, яха. Да ты нет, а ты вот это покажи. А, нет, шучу. Вот, Моисей на свои работы, на плюс на свои ловит. Так, чуть попозже потом обзор сделаем, наверное, да? Еще у тебя какие-то там новинки я видел. Да. Вот. Блесна Уру серебряная. Заброс был сразу поклевка, да, или? Первую поклевку не взял, и вторую взял. А, понял. Вторую Окуня знаешь, где много? Вон там, вон, да. взял. Щуку хочу здесь. Щука вон там, в той мели, наверное, должна быть. Где мель. Давайте, рыбачить. Кто-то рыбачит, кто-то отдыхает. Чолбонка бегает радостный. Все нюхает. Яныч к нам присоединился. О, еще что ли? Не успел забросить сразу поклевка. Здоровый, да? Чё себе? Вон туда в конец иди, там вообще здоровый окунек. Где? Вон там, я сказал, ловил, в конце. Да ты чё? Вот своих там. Григорьевич тоже знает. Но Вот я там в конце. Боря, за окунями вон туда иди, в конец косы. скажи-ка. Там О, какая красота. Ну, Опля. Так, у нас Яныч, Щуколов. Вот. Все радостные, что приехали на рыбалочку, да? Сейчас вот стол накрываем праздничный. Привезли с собой кучу бутера. Моисей мотор вытянул. 60-ка. Самое главное, приспособа. Борис, первый заброс делаешь, да? Так, друзья, первый заброс. Он очень волнительный, да, очень волнительный такой момент. Будет поклевка или нет. Смотрите, с первого раза, а? Это щука была, походу. Сейчас. А здесь, по-моему, далеко не надо кидать. Они, по-моему, недалеко стоят. Поклевка. Так, ага. Поклевка была в любом случае. Да, не холостая. То есть заброс, поклевка, да? Сейчас проверим. О, кто-то дернул. Оба, есть. По ощущениям кто? Окунь. Окунь, да? Хороший окунь. Ох, какой окунь. Это враг чолбона.
Враг чобона. Ну-ка, нельзя. Нельзя. Нельзя, говорю. Хороший, хороший. Да, второй поймал. Да нет, это тоже небольшой был. О, это не щука. Щука. По-моему, нет. Да нет, это маленькая щука. А, да? Забагренный. Забагренный. Я отцепил. Ну. Bütün астык была хотна хая халын, я не хочу с ней возить. Отпускай. Пожарим, да? Когда? Сегодня? Хлеб можно покушать. Хлеб покушать. Доширак заварить. Доширак. Моисей, Так, сейчас вот Антон хочет. пусть сегодня повезет тебе, а не рыба. О, круто. У всех одинаковые кружки для выпаха будут. А то некоторые... Яныч, пусть каждая пойманная рыбка окажется золотой. Дмитрий. Дмитришкина, пусть война приводит тебя только в рыбные места. Хорошо. Григорьевич, пусть твоим рыбам нравятся все твои воблера. Хорошие пожелания, сам придумывал, наверное. Слава, пусть дело твое будет клевым. Ух ты, спасибо, слушай. Борис, пусть все рыбачьи мечты сбываются. Это что, выжигатель или что? Почти сбывается. М, Тебя наливают Классно, сюда. слушай. Давайте сразу обмываем, да, эту штуку? Сразу, да, наши кружки убираем все. И сразу сюда наливаем. О, это абсолютно правильно, да. Теперь не будет этого. У кого-то кружка больше, у кого-то кружка меньше. Теперь у всех одинаковые кружки. Только семена. Оригинально, оригинально. 0,5 литров. Четвертый день нашего путешествия. С утра мы вот этот перекат преодолеваем. Перекат вышка. Указывает дорогу, один сидит на носу. В кепке клевая рыбалка. Ну это Щуколов. Потом Яныч, Моисей и Борис. Двое дорогу показывают. Моисей за штурвалом. Мотор большой. 60-й Сузука. Мой пассажир смотрит. Он на чили отдыхает. Чулбонки вообще до всего пофиг. Чулбон. Да, чулбонка? Это чулбоночка. Это самый хитрый перекат. Называется он у нас между нами вышка. Угадайте почему. Такая красота вокруг, природа. Вода падает потихоньку. Ребята почти преодолели перекат. У Антона рука прям как Ленин. Вперед светлое будущее показывает. Борис все снимает. Специально для жителей Донбасса.
Такая вода у нас. Цвет воды чистейший. День замечательный. О, все, поперли на близ. Так, очередной перекат. Перекат завышечный. Хитрый стал. Раньше здесь проезжали хоть. Сейчас уже все задеем. Особенно на таком моторе большом. С таким грузом, с такой посадкой точно заденем. Вот. Григорьевич, бросай сигареты, будешь сейчас интервью давать. Очередной перекат, ребята. Прорываются потихоньку. Посадка очень низкая. Чтобы винты не побить, идут потихоньку, потихоньку. Но они вон там. Так, Сергей Григорьевич, откуда приехали к нам в гости? Город Новосибирск. Тихо. Город Новосибирск. Какие впечатления от поездки? Клевая рыбалка рулит. Ну, впечатления-то какие? Ну, отлично. Ну, Слав, ну что говорить? Что говорить? Это стоит, понимаешь? Это стоит увидеть, приехать, попробовать. Это все стоит. Потому что такого у нас нету. Конечно, там на север где-то, что-то где-то можно найти. В Кемеровской области. Вот, природа один в один с вами. Вот такие же реки, перекаты. Но там тайга, это Кемеровская область. А я в Новосибирской области. Поэтому везде, понимаешь, везде, как сказать, свои условия, свои впечатления. Но я вот второй раз здесь, мне все больше и больше нравится. Все больше и больше. Поэтому, ребят, клевая рыбалка, приезжайте, не пожалеете. Перекат. Перекат. Ну, в этом году вода чуть больше, пока едем без происшествий. Ну, на подъемнике там потихонечку. В прошлом году на этой лодке выезжали так далеко или нет? Не, там вообще, мы там же оставляли. Как штурман надо. Только на маленькой. Пока А сейчас сами вот, похвалишь, где тебя вот никто перекаты, не мы же вот похвалит. потихонечку, главное. Ну, едем, нормально. Антон, твоя миссия в чем заключается? На корме сидеть и смотреть на дно реки. Ну, Рыб много проплыло. ну, спасательный жилет при этом одеваете, нет? Конечно. Как без этого? Борис, какие у тебя ощущения? Вода чистейшая. Да, вода Вода чистая. вообще чистейшая. Вообще Никакие шикарно. реки не сравнятся. Ну, раньше так ездил вот с перекатами когда-нибудь? Ездил Где, на какой речке? на ботами. Угу, Вот. Ну, она гораздо меньше, чем это. угу, И там полно туристов. И там полно туристов вообще. угу. Хорошо. А здесь отлично. Здесь мало людей, да? Да Ну, тут что, кого? Вот наша толпа тут бродит и все. По 6 человек. И одна собака. Я тебе говорю, я Одна как собака. в прошлом году как попал сюда, но мы сюда не поднимались, мне того места хватило, что вообще я обалдел. Хорошо, идем. Ну вот, друзья, вся эта половина дня у нас практически уходит на то, чтобы форсировать эту реку. Вот. В основном перекаты преодолеваем. Ну, мы ждем ребят. Вот, не оставляем их. Ждем, поднимаемся, ждем. У нас мотор маленький, посадка маленькая, лодка резиновая, груза не очень много. Вообще, как бы для двоих
Вот эта лодка мне показалась вообще идеальная. Что это, что у меня до этого Polarbeard была, это S-Marine сейчас. Вот. Сейчас мы приехали вот на такую косу каменная, которых здесь просто куча. Каждый поворот это косы. Чем выше поднимаешься, тем больше перекатов, соответственно. Ребята опять потихоньку едут. Вот. Мы тут каждый своим делом, кто занимается. Я уже потихоньку расчехлил спиннинг, потому что мы уже приближаемся к месту нашей рыбалки. Сейчас начнется самое интересное. Рыбалка сама часть, самая интересная часть. Что еще? Каждый камеру достал. Вот. Григорьевич свою камеру тоже, там что-то батарейки у него сели. Чобонка бегает, тут птиц гоняет. В общем, все нормально. У меня батарейки сели все. Да, все нормально. Сейчас другую камеру достану. Лодку вытащить с переката.
Герои идут. Идут герои. А, это видюшка. Так, друзья, итак, приехали на базу. Сразу столик организовали, ребят, молодцы. Пока я там ковырялся с катушкой. Борис снимает, молодец. Второй оператор. Я фотооператор. Фотооператор, да. Фотографии Бориса потом можете посмотреть в Инстаграме. Вот. Григорьевич там тоже снимает, у него свой тоже видеоблог. Вот. Я пока там катушкой занимался, ребят, палатку поставили, кушать. Все как вот настоящие таежники, вот сразу видно. Рыбаки, охотники, вот. Столик организовали, вот такое место мы приехали, замечательное место, называется, не будем говорить как, но вот. Здесь такие горы, речки, да, река. Горная река называется место, да. Вот. Да. Вот, Володьку в прошлый раз привозил сюда, ему очень понравилось, мы здесь рыбачили. Ну, правда, уровень воды уже был вот здесь, вот в этом, вот по этой линии. Сейчас вот вода сильно, видно, отошла уже. Много перекатов очень. Ну что же, давайте не будем затягивать. Сейчас мы кушаем, готовим еду, кушаем и вперед на рыбалку.